Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программа «Случаи из практики» и я, Екатерина Борш. Современный человек недооценивает влияние театра на свою жизнь. С развитием информационных технологий люди стали забывать, что такое настоящее искусство, которое объединяет кино, литературу, музыку, театр, живопись. А ведь они способствуют духовному развитию человека, пробуждают чувства, формируют понятие прекрасного, развивают воображение. Как привлечь современного зрителя? Об этом мы говорим сегодня с гостями нашей студии. С удовольствием представлю. Валентина Судакова, директор театра оперы и балета Республики Коми. Добрый день. Добрый день. Владимир Казаковцев, заместитель директора по организации зрителей Академического театра драмы имени Савина. Добрый день. Добрый день. И Марина Канева, художественный руководитель Коми Республиканской филармонии. Добрый день. Сразу напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Воспользуйтесь случаем, задавайте вопросы нашим гостям, звоните, участвуйте в нашем эфире. Может быть, вы выскажете сегодня свое мнение, как зрители как раз-таки. Что нужно для того, чтобы вы пришли в театр или в филармонию? Звоните, рассказывайте, задавайте вопросы 46 90 60. В любом случае, любая ваша работа, она сделана, я надеюсь, все ради зрителя, так ведь? Конечно. А какой он зритель? Вы как-то изучали это? Или вот нельзя так сказать, что мой зритель, наш зритель вот такой? Какой-то образ есть? Возраст? Образ жизни? Она, наверное, начнет. Ну, вы знаете, на самом деле зритель сегодня очень требовательный и взыскательный пошел. В принципе, я думаю, что это объясняется тем, что зритель сегодня находится в центре какой-то такой некой, и то, что касается электронных СМИ, и наших учреждений культуры, театрально-зрелищных, концертных организаций. То есть это стало сегодня как бы, ну, неотъемлемой, скажем, частью вот какого-то духовного приобщения к культуре, к искусству. Я думаю, что это сегодня можно сказать практически о каждом жителе нашей республики. Другое дело, что у каждого зрителя свои жанровые предпочтения. Кто-то любит драматический театр, и оперу, и филармонию, концертную организацию. Кто-то любит драматический театр, кто-то любит оперу. И поэтому вот эти вот жанровые предпочтения, я думаю, что вот мы сегодня, работающие в театрах, мы должны четко осознавать, ставя какой-то спектакль, делая какой-то театральный проект, для какой целевой аудитории мы этот спектакль делаем. И, конечно же, мы в первую очередь, я считаю, должны... Прощупывается спрос, получается? Обязательно, да? А как же? Сегодня все театры, все и филармонии, и драматический театр, мы сегодня имеем отделы маркетинга, которые как раз занимаются продвижением театрального продукта. Да? Вот мы говорим, что нужно сделать, чтобы привлечь зрителя. Я считаю, что первое – это художественно-творческая составляющая, то есть название спектакля, название проекта, который мы предлагаем зрителю. И второй процесс – это процесс продвижения этого продукта, этого проекта. Как мы привлекаем зрителя с тем, чтобы он пришел и посмотрел вот именно тот спектакль, который театр создает. И вот мы все очень думаем сегодня о детском зрителе, потому что мы понимаем, что для того, чтобы воспитать зрителя театрального, это нужно начинать вот буквально с юного возраста, может даже с 3-4 лет, когда это становится потребностью общения с театром у ребенка. Впоследствии, когда он вырастает, становится более взрослым, это как привычка вот, приходить в театр. А в филармонии также? Тоже детские зрители? Ребенок во главе угла? Поскольку мы единственная концертная организация не только города, но даже республики, к нам ходят зрители, вот, начиная с, может быть, 1,5 лет, вот, с новогодних представлений, и заканчивая бабушками, которые ходят к нам уже несколько десятков лет. Поэтому, конечно, проблема смены зрительских поколений, она волнует всех и нас в том числе. Действительно, сейчас очень большое внимание в целом уделяется и детскому направлению, но у нас есть свое такое кардинальное отличие, потому что зрительская аудитория делится на такие своеобразные группы. Кто-то ходит у нас на лица, известные медийные лица. Кто-то ходит... Как раз таки гости приезжающие. Кто-то любит ансамбль ОСИК, ходит на все концерты ОСИК по нескольку раз на одни и те же программы. Кто-то любит там симфоническую музыку, он идет на концерт там,
оркестра и музыка Вива, потому что, собственно, оркестра у нас нет. То есть очень пестрая аудитория, и вот задача сохранить ее и каждому дать что-то по потребностям, это, конечно, вот, пожалуй, основная задача при составлении репертуара. Когда продумывается вот новый телевизионный сезон, хотела сказать, театральный сезон, вот как? Вот этому зрителю вот этот спектакль? Как вот в театре драмы делается? Ну, вообще-то с вами, с телевидением в этом плане очень похожи. Мы тоже открываем вы говорите телевизионный сезон, мы открываем театральный сезон. И работа, конечно, по открытию сезона начинается за несколько месяцев до того, как. Потому что нужно приготовить спектакль, нужно изготовить декорации. И, конечно, очень важно, вы правильно сказали, изучить зрительский спрос. Мы тоже работаем со зрителями. Какие технологии? Это как? Это опросы? Да, безусловно. В том числе и анкеты, опросники, в том числе и общение напрямую со зрителем. Потому что это так называемый... После спектакля, например, выйти в фойе, пообщаться с зрителями, так? Сейчас вот мы тут говорили о том, хуже ли стал зритель. Неправильная, может быть, трактовка даже вопроса, и говорить об этом не так нужно, не в этом ракурсе. Зритель стал более требовательным. Но, может быть, он в чем-то стал более избалованным, потому что, конечно, столько всего, вот даже вот взять год культуры, в котором мы сейчас все находимся, конечно, это для жителей республики это уникальная возможность. Столько всего на разных площадках. Культурное наваждение. Да, это действительно в полном смысле год культуры. И представьте себе, вы сидите дома, во-первых, вы сидите в мягком кресле, у вас 100 каналов, вы смотрите телекарту. И вам не хочется никуда идти, потому что у вас все, у вас весь мир в кармане. Вы хотите охота, рыбалка смотрите, хотите новости, хотите борьбу, спорт. Я все. не согласна. Поделили, Я не согласна. Сложно сравнивать, наверное. Я Нужно и считаю, то, и что другое. в театре зритель живет только лишь потому, что в театре происходит здесь и сейчас. Потому что я имею наушники, там, я имею технику, я села, там, послушала концерт симфонической музыки, там, сегодня не проблема посмотреть опера, да, все можно в интернете. Но вот то, что здесь и сейчас, это самое ценное. Вы как раз заканчиваете мою мысль. Фактически это был мой текст, я должен был этим закончить. Но соблазнов у человека много, у современного человека. И после того, как он в таком плотном режиме работает каждый день, он должен еще собраться, собрать себе силы, пойти в театр. Сначала ему нужно купить билет, потом пригласить с собой мужа, жену, друга или подругу, и их заставить прийти с ним в театр. Самое интересное, потом вряд ли кто жалеет, что якобы время потратил. Все рады, но надо вот это выбраться и решиться. Потому что и филармония, и театр оперы, балета, и мы плохие вещи мы не делаем. Естественно, мы много лет уже работаем. Да, мы для зрителя, конечно. Конечно же, мы все эти моменты учитываем. Один из таких зрителей дозвонился до нас. Давайте поговорим. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. У меня вопрос к Владимиру Казаковцеву. Слушаем. Я хотел спросить, что как бы предстоит в будущем у нас в драмтеатре. Спасибо большое. Если я правильно понимаю, что состоится? Новый театральный сезон. Вот как раз-таки у всех у вас есть возможность. Прозвучало достаточно общее, потому что есть краткосрочные планы, которые мы говорим на сезон, на 85-й сезон юбилейный. Есть план развития театра на 3-5 лет. Мы знаем, что будет через 3 года, через 5 лет. И мы планомерно какие-то шаги в этом направлении делаем. И, конечно, в этом году я бы хотел сделать, раз вопрос прозвучал, то я вынужден прорекламировать, прошу прощения, свой театр, естественно. А мы предоставим слово всем, да? Ну, я начну тогда первый. Уже мы сезон открыли, поэтому я хочу поздравить всех зрителей Сыктывкара и Республики с открытием театрального сезона и зрителей, постоянных гостей Академического театра драмы. У нас в октябре месяце мы открыли сезон спектаклем по Александру Островскому «Правда хорошо, счастье лучше». Открыли сезон, и вторым показом мы отметили бенефис заслуженной артистки Республики Коми, Российской Федерации Галины Аркадьевны Миковой, которая в этом спектакле исполняет одну из главных ролей. И вот эта стратегия, которую мы часто используем и выбираем, бенефисные показы, мы ее активно в нашей репертуарной политике используем и будем в дальнейшем использовать. Это, конечно же, не единственный бенефис. 25 октября мы приглашаем всех
сыктывкарцев и гостей столицы на спектакль «Бенефис» Надежды Дмитриевны Пешкиной, заслуженного работника Республики Коми, где будет показан спектакль «Саня Ваня с ними Римас» Владимира Гуркина. И сейчас уже у нас на выходе премьерный спектакль. Через неделю состоится спектакль на камерной сцене в жанре трагифарс, новый для нашего театра жанр «Королева красоты» по Мартину Макдонаху. Камерная сцена, билетов мало, по 60 билетов на каждый день, поэтому я попрошу, если билеты еще в кассе есть, а мне говорят, что там какое-то количество еще осталось на какие-то из дней, потому что несколько дней премьера состоится, звоните, приходите, поторопиться надо. Да. Ну и еще одно у нас знаменательное событие. В ноябре нас ждет премьера спектакля «Скупой. Школа лжи» по Мольеру. Этим спектаклем мы отметим бенефис заслуженного артиста России Виктора Градова. Поэтому бенефисов и премьер у нас много. Каждый месяц на выходе новый спектакль. Все-таки зрителя балуете вы все. Мы обязаны это делать по определению. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я вот недавно приятно была удивлена, что, придя в кассу филармонии, купила билет по банковской карте. У меня вопрос, можно ли купить также билеты в драмтеатре и в театре оперы и балета? И вслед еще вопрос, вот сейчас уже в других городах можно на сайте заказать билет. Можно ли, есть ли такая возможность у нас в городе? Спасибо большое вам за вопрос. Он бы в любом случае от меня бы возник. Вот возможность Дело в том, что расплатиться банковской в установлении вот этого терминала речь шла. Я знаю, что и к вам приходили сотрудники Сбербанка, и к нам. Мы провели переговоры. И, насколько мне известно, сейчас решаются технические вопросы установки этого терминала в кассах вот наших театров. Это действительно очень было бы удобно, потому что мы стремимся, чтобы вот средства, так сказать, обслуживания зрителей, они тоже соответствовали сегодня современным условиям. Вот. А что касается продажи билетов через интернет, пока еще, у нас пока еще с этим вопросом, так сказать, в стадии, скажем, решения, потому что это должна быть программа, это должны быть обученные люди, системный администратор, парк компьютерный и так далее. Но мы тоже к этому, так сказать, идем. Мы тоже это в планах нашего театра это тоже есть. Я думаю, что у всех, наверное, как и Дело в том, моих что коллег. Вопрос очень правильно прозвучал. И платежная система должна быть, потому что, ну, современные мы условия двигаемся, жизни. потому вот что вообще наличности не будет. И это будет в ближайшее время и в театре оперы и балета, и в академическом театре драмы, потому что действительно переговоры идут. Это касается и некоторых финансовых вопросов, потому что, ну, их надо решать. И интернет-продажи, онлайн-бронирование, кстати, оно уже доступно на некоторых площадках театральных. Я думаю, что до конца октября театр драмы запустит в пилотном режиме электронную продажу билетов через интернет по системе Quick Tickets. Это Архангельская область. Их инновация, они по России работают со многими театрами. Поэтому То есть вы опробуете, в ближайшее возможно, время и это мы присоединитесь. все-таки опробируем, и это должно быть до конца года, тем более год культуры продолжается, он заканчивается скоро. Мы должны это сделать. Культура не закончится в этом году. До перерыва не так много времени у нас. Филармония. Что вот самое интересное, что вы готовите? У вас как понятие театральный сезон, такого концерт У нас сезон концертный, есть, да? причем юбилейный. Мы начали 75-й юбилейный концертный сезон, хотя юбилей уже сам будет в следующем году. Соответственно, юбилей ансамбля «Осекай» будет в этом году. Ну, я, как патриот своей организации, патриот этого ансамбля, должна сказать, что, конечно, это самое крупное событие в концертном сезоне, по крайней мере, до Нового года. Это будет цикл концертов 5, 9 и 12 декабря, посвященных разным событиям. Первый концерт будет оркестр и солисты, концерт «За тихой рекой и березовой рощи». Не думаю, чтобы многие могли его посмотреть, он был всего один раз. Прошел. Значит, второй будет презентация диска «Золото Северного края». Очень хороший диск, лучшие номера там собраны. И будет не только концерт из этих номеров, и сам диск. Возможность будет приобрести. Вот. И сам юбилейный вечер будет 12 числа. Мы надеемся, что он будет большим, интересным, что там будут не только выступать артисты филармонии, еще артисты других культурных учреждений, в том числе и за пределов нашей республики.
Ну, вот это главное. А второе, конечно, это фестиваль профессиональных коллективов, который мы открываем. «Танцуй, пой, Великая Россия». 20 октября будет концерт Северного хора. Они уже были у нас в гостях, это сейчас наши добрые друзья. 14 ноября будет концерт нашего ансамбля. Он еще, почему в такие сроки, 2 дня всего до дня рождения Виктора Петровича Морозова, заслуженного деятеля искусств России, который свое имя отдал, не только свою деятельность, практически всю этому ансамблю. И 25 ноября будет концерт Уральского народного хора. Пора нам прерваться на небольшую рекламу. Не все самое интересное мы вам рассказали, так что не переключайтесь. Смотрите программу «Случаи из практики», и сегодня мы говорим о том, как привлечь современного зрителя. И напомню, что гости нашей студии сегодня Валентина Судакова, директор театра оперы и балета Республики Коми, Владимир Казаковцев, заместитель директора по организации зрителей Академического театра драмы имени Савина, и Марина Канева, художественный руководитель Коми Республиканской филармонии. Вот до перерыва мы 2, скажем так, больших анонса сделали. Сейчас в нетерпении замерли поклонники театра оперы и балета. Валентина Ивановна, расскажите о ваших новинках. Ну, вы знаете, вот в продолжении нашей темы «Как привлечь зрителя в театр», я думаю, что вот фестивали – это та творческая составляющая любого коллектива, который, фестиваль в переводе дословно, это праздник, который привлекает зрителя. И прежде всего тем, что в рамках фестиваля помимо премьерных спектаклей приглашаются исполнители из других театров, регионов и даже дальнего зарубежья. Безусловно, это привлекает зрителей. И вот сейчас с 23 по 27 на сцене нашего театра прошел 3-й международный фестиваль балетного искусства «Зарни Джиджес», в котором приняли участие финно-угорские регионы. И это было, конечно, это был просто праздник. Кстати, в рамках этого фестиваля состоялся балет «Барышня-крестьянка» на музыку Михаила Герцмана. И вот если мы говорим, чем мы можем привлечь зрителя, а вот балет не привычным пониманию классического прочтения, а жанра водевиля. И это, конечно, было тоже очень ново, интересно, и многие зрители как бы не ожидали. То есть вот ожидаемый результат балета, ну вот балет классический, да, и тут приходит на водевиль, который, так сказать, разыгрывают артисты балета, которые, оказывается, умеют не только руками, ногами и телом работать, но еще и лицом, актерски еще все выражать. Это, конечно, очень такое событие, я считаю, яркое, творческое. И для нашего театра, и для привлечения зрителей в театр посмотреть еще раз этот балет, те, кто уже посмотрел, а те, кто не видел, обязательно прийти и это увидеть. Ну и в дальнейшем мы, значит, планируем премьера оперетты Константина Листова «Севастопольский вальс». Это работа в преддверии Большой Победы, юбилея Победы, который нас всех, который мы будем праздновать в мае 2015 года. И как раз вот этот спектакль у нас пройдет 6-7 ноября. И мы, кстати, думаем не только о сыктывкарском зрителе и зрителе Великобритании и Германии, но мы думаем еще и о зрителе нашей республики, потому что с 18 ноября по 28 пройдут гастроли нашего театра по городам Севера. Это Воркута, это Инта, это Усинск. И как раз все зрители вот этих городов смогут увидеть оперетту Листова «Севастопольский вальс». Кроме того, там будет показана оперетта «Летучая мышь», детский спектакль для детской аудитории. Это вот что касается наших гастролей уже в этом году. Ну, в январе обычно, как обычно, мы проводим дни каникул, фестиваль, лайт-фестиваль. Это фестиваль, в состав которого входят оперетты, какой-то такой легкий жанр, да, который вот так необходим нашему зрителю, когда, так сказать, в преддверии вот этих и в процессе этих каникул уже, в общем, как бы все понимают, что застолья уже не должно быть, куда-то люди рвутся, хотят прийти в театр и так далее. И мы как раз, я думаю, что сейчас все работают в этот период, мы дарим вот зрителю, так сказать, свою работу. Ну и, безусловно, это подготовка к 25-му фестивалю международному Сыктывкар-Сатулас, который будет проходить весной этого года. И, как всегда, конечно, поднимая планку, мы делаем 2 премьеры. Очень большую работу. Это будет балет «1001 ночь» на музыку Амирова. Это будет очень красивый, зрелищный балет. И опера Верди «Риголетто». Это вот наши творческие планы на 57-й театральный сезон. Ну, помимо, конечно, международное сотрудничество, которое у нас продолжается уже 4-й год. Это Великобритания, сначала балетная труппа у нас 15 октября уезжает с балетными спектаклями «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Жизель» в Великобританию. А по возвращении, отработав здесь, ездит уже оперная труппа с симфоническим оркестром и хором в Великобританию с оперой «Риголетто». Кстати, вот гастрольная жизнь.
коллектива, это ведь тоже часть Очень привлечения важно, зрителя. безусловно. То есть там есть возможность у наших жителей республики, я имею в виду по республике, если путешествие говорить, посетить и возможность посмотреть, и, естественно, когда приедут в Сыктывкар, прийти. Вот я знаю филармонию. Вот Асика сейчас разъезжает как раз. В гастрольном туре. Это юбилейный гастрольный тур, и надо сказать, что это уже второй выезд. Первый был в Воркуту и в поселок Северный, и в город Микунь. В Воркуте. И там ведь изголодавшийся зритель, наверное, на ура просто принимает. Ансамбль сказал, что лучшего приема, чем был в Воркуте, они, пожалуй, за последнее время и не припомнят. Это не укор сыктывкарскому зрителю, но это действительно было так. А сейчас завершается гастрольный тур Печора-Инта, Сосногорск, Нижний Одес, и 10 числа будет в Уфте, в ГДК. Ну, я считаю, что достаточно большой юбилейный тур, и интересная программа, конечно, подобраны лучшие номера, яркие, красивые. Но наш ансамбль любит везде. Наш ансамбль прошел недавно Российско-Норвежский культурный форум. Мало того, что люди посмотрели, оценили, звонят уже из того же Ненецкого округа и говорят: мы хотим, чтобы вы к нам приехали. Звонят из Мурманска, говорят: мы хотим, чтобы вы к нам приехали. То есть это привлечение зрителя получается не всегда нашего, а иногда даже зрителя стороннего к нам. Но это, я считаю, естественная, совершенно нормальная вещь. И хотелось бы вот еще что сказать. Вот в отличие от театров, мы все-таки не репертуарная, то есть не настолько репертуарная организация, потому что у них есть определенные, там, они взяли спектакль, там, водевиль, там, комедию, еще что-то. Сделать программу для ансамбля Асика гораздо сложнее, потому что нет ничего готового, все надо создавать. Сейчас я понимаю. Готовы возразить. Нет, поставить действительно. Но готовый материал все-таки имеет место быть. Для ансамбля Асика готового материала просто нет, его надо создавать заново. Но ведь не только там театр сейчас занимается прокатной, допустим, деятельностью. Я считаю, что это хорошо, если у них есть такая возможность. Но мы ведь тоже у них что-то хорошее можем для себя взять. Вот эта практика приглашения в спектакли ведущих звезд, она в какой-то степени трансформирована сейчас и у нас. Вот у нас прошел большой проект «Палитра голосов России». Да, это были ведущие российские солисты, но работали они с нашим оркестром. И тот же самый Любимцев, который с 12 месяцев, не только в Сыктывкаре они ездили, и на гастроли, тоже работа нашего коллектива совместно с ведущими российскими артистами. И будет концерт... Замечательный, я думаю, концерт Сергея Жилина 9 января, Чайковский «Инджаз» он называется. Великолепная программа, я вот могу вам сказать, поверьте на слово. Мы тоже надеемся, что он не просто приедет, поиграет, а что он будет тоже участвовать с нами в каком-то проекте. То есть вот это хорошая театральная практика, и мы считаем, что мы вполне можем ей воспользоваться. Есть у нас еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. У меня вопрос к Валентине Судаковой и к Марине Каневой. Вот в театре оперы и балета работал дирижер Тигран Ахназарян, а его родной брат Нарек Ахназарян стал победителем конкурса имени Чайковского по виолончели. Почему Сыктывкар не воспользовался такой возможностью, не пригласил в Сыктывкар на концерт победителя конкурса имени Чайковского? Спасибо большое, спасибо большое. Значит, Ахназарян, к сожалению, так случилось, что недолгое время поработал в нашем театре, но тем не менее, когда он работал, у меня была встреча с его братом лично, потому что он приезжал на свадьбу Ахназаряна в Сыктывкар. И я спрашивала по поводу участия его в концерте с нашим симфоническим оркестром. На что он сказал: Валентина Ивановна, к сожалению, у меня на 3 года все расписано вперед, потому что победители конкурса Чайковского, они сразу же, им тут же предлагается, там, допустим, площадки различных концертных организаций, различных стран, и они принимают, наверное, это их право, я думаю, что это сделать. А поскольку уже Ахназарян не работает в нашем театре, вот так у нас случилось, что это, так сказать, и осталось. Это претензия прозвучала, так понимаю, не просто вопрос. Нет, просто это вопрос был такой. Да, а потом я не могу сказать, что у нас нет в программе виолончельной музыки. У нас великолепный, вот недавно еще играл великолепный совершенно виолончелист. Я думаю, что уж не хуже, чем Ахназарян. Ну, не мне судить. Не мне судить, каждая творческая личность, она своеобразна. Да, это конечно. Достойно. Нет, ну, каждый зритель, естественно, он может задать вопрос, ему это интересно, а почему? Почему так? Да. Поэтому это нормально.
Ну, в любом случае... Давайте, Владимир Ильич. Да, я бы хотел еще отметить, что да, вот субъективно мы все очень хорошие, мы много ездим, много ставим, мы интересные. Но есть еще объективные предпосылки для того, чтобы вот культура в последние 4 года такое состояние ренессанса переживала. Появилась система грантов, мы активно работаем по федеральной целевой программе, работаем. Сейчас вновь создан Центр грантовой поддержки, структура Министерства культуры Российской Федерации. Есть стратегия и тактика получения грантов по линии правительства Республики Коми. И используя вот эти вот механизмы, приемы, есть возможность ставить спектакли, интересные постановки, приглашать звезд. Есть возможность, конечно же, ездить, выезжать и привозить сюда знаменитые театры. Как это, например, было сделано у нас в этом году. Мы привозили, помогли приехать и организовывали гастроли театра из Петербурга «Приют комедианта», который с успехом прошел в последней декаде августа, в начале сентября. Это театр из Белгорода, академический, драматический Белгородский театр. Это были обменные гастроли, опять же при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. То есть гранты есть, они работают. И зритель от этого только выигрывает. И, конечно, это все работает на наши театры. Да, зритель идет, зритель приходит, зритель оценивает, сравнивает, а мы все в чем-то похожи, мы и в большинстве случаев мы разные. Это в целом очень хорошо влияет на театральную, культурную обстановку Сыктывкара и республики. Успеем мы еще один звонок принять, если можно потом. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день еще раз. У меня вопрос к Марине Каневой. Вот вы сказали, что у вас выступал виолончелист, который не хуже Нарека Ахназаряна. Но этот виолончелист, во-первых, не был победителем конкурса Чайковского. И в таком ракурсе говорить, что он лучше, чем победитель конкурса... Нет, я извинилась, Чайковского. простите, пожалуйста, не перебивайте. Сравнивать. Не перебивайте. Пожалуйста, если можно, коротко, потому что у нас до конца эфира очень мало времени. Да. Сформулируйте коротко. Для работника филармонии это абсолютно неграмотно. Ну, я понимаю. Спасибо за звонок. Да, претензии. все-таки. Да. А я вот какой хотела вопрос. Вот у искусства, у театров есть такая высшая миссия – развивать человека, то, о чем я говорила в самом начале. Вот эти душевные порывы хорошие, культурно развивать. А вот если работать на спрос вашего зрителя, по идее, как бы, вот, ну, вроде как сетуют, что может уровень-то и понизится. Вот это только сетование или на самом деле так? И нужно вот как-то середину находить между тем спросом и... Сейчас дискуссия. Я вот посещал несколько семинаров в Москве, и как раз там это очень остро обсуждалось. Дошло уже до того, что многие известные в театральном мире люди говорят о том, что театр эту миссию потерял, что воспитательной миссии уже нет. Есть миссия досуг, сфера услуг, развлечения. Вот на этом уровне идут серьезные разговоры. Но региональные театры и многие центральные театры считают по-другому. Почему и мы так активно работаем с детским зрителем? Потому что мы именно что с ним делаем? Мы его воспитываем. Сегодня он пришел, ему 1,5 года, завтра 3 года. Послезавтра он пришел со школы вместе с классом. Потом он пришел... И воспитанный на качественных постановках, он будет воспринимать конечно, потом да. сложные. И он потом придет своих детей к нам. И он будет ходить всю жизнь. Вот в какой-то момент это у нас было, может быть, утеряно в силу каких-то там объективных причин. Сейчас это все очень активно восстанавливается и возрождается. И, кстати, это даже у нас делается лучше, чем в Москве, потому что в Москве детей ходить на спектакли отучили. Благодаря тому, что Департамент по культуре в свое время просто бесплатно раздавал эти билеты, а бесплатно ходить они привыкли, сейчас платно ходить не хотят. И даже бесплатно перестали ходить. У нас, пусть за 100 рублей, но дети все-таки ходят в театр. И, слава богу, полный зал, аншлаги. К сожалению, пора прощаться. Получается, надо прививать любовь к искусству с самого маленького возраста, поэтому те, у кого дети растут, не упустите такого шанса и отведите своих детей в театр. Вы хотели что-то... Напомню, что гостями нашей студии сегодня были Валентина Судакова, директор театра оперы и балета Республики Коми. Спасибо большое. Владимир Казаковцев, заместитель директора по организации зрителей Академического театра и драме имени Савина. Спасибо и вам. И Марина Канева, художественный руководитель Коми Республиканской филармонии. Спасибо. Спасибо. Хорошего Спасибо зрителя вам. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Ну а в следующем эфире программы «Случаи из практики» мы говорим о психическом здоровье. Как избегать стрессов, депрессий и зависимостей. Об этом говорим в пятницу в 12:40. До встречи.